долго ждали этот акселератор, потому что вроде как год, как мы перешли на мультимедийные рельсы, но, как скажем, плавали в свободном плавании. Не хватало все равно какой-то прокачки, каких-то знаний. И очень, конечно, надеемся, что приглашены такие известные менторы, да, люди, которые действительно научат, да, нас вот этому переходу от бумажной прессы на социальные сети, электронные сети. Многие думают, что журналистика, она уже умерла, как вот именно газета, вот это. Но нет, она не умерла, она просто уже меняется и трансформируется во что-то новое. Люди начинают всему новому учиться и сами интересуются, спрашивают, как к этому подойти, как тут посмотреть, например, QR-коды, например. Вот людям, пенсионеры этого не знают, они сами приходят, интересуются, как это сделать. Я им лично помогал устанавливать приложение, чтобы они могли сканировать QR-коды и смотреть там наши новости. Сейчас я заряжена, со всеми познакомиться. Опять же, все люди стесняются, все так смотрят, типа, что ко мне подошла. Вот, да, вот. И я ожидаю, что это большой толчок в целом для редакции, потому что СМИ всегда было, есть и будет. Для журналистов важно, как и для всех людей, важно иногда выдернуть себя из привычной рутины. Выдернуть себя, собраться в любом месте, тем более в таком классном месте, собраться и просто обменяться мнениями. И особенно классно, если это будет во время такого модерируемого диалога. Вот, так что, во-первых, это. Ну и во-вторых, классно, когда ты не варишься в собственном соку, а обмениваешься какой-то информацией с людьми извне. Мы находимся сейчас на стадии цифровой трансформации, и, соответственно, основным требованием для прохождения нам нужно обучение, повышение квалификации, освоение новых навыков. И вот сейчас как раз мы находимся на таком этапе, когда нам всем районным редакциям, у нас их 33, мы должны пройти такой начальный курс, возможно, всем вместе, чтобы мыслить на одной волне, чтобы понимать одинаково одни и те же вещи, смотреть всем в одну сторону и работать все вместе с таким душевным подъемом, да?